Всем привет! У нас сегодня будет очень крутой выпуск. Наконец-таки в Кыргызстане решили открыть огромный, я даже не знаю как назвать, завод, город, кластер. В общем, здесь 25 гектар огромных цехов, заводов. Кое-что они уже открыли, я вам сегодня это покажу, это огромный швейный цех. Но в планах у них построить завод по производству нити, из нити пряжу красить. И, в общем, помимо этого они еще и обувь хотят производить. И чуть ли не сэндвич-панели, в общем, что-то такое огромное, большое, можно сказать, какой-то технопарк. Ну, сейчас вы увидите размеры, здесь 25 гектар, на мой взгляд, сюда уже инвестировали десятки миллионов долларов и продолжают это делать. Вот там вот, смотрите, они строят колледж, по сути, такой учебный центр для того, чтобы создавать специалистов для своего производства, потому что здесь современнейшее оборудование, которое вы увидите, и на нем нужно уметь работать. И, конечно, для этого нужно обучить местное население. И вот ребята решили построить чуть ли не университет для этого. В общем, взялись очень серьезно, подвинули ландшафт, горы, просто вот... Я прям в шоке, я как будто бы, не знаю, может быть, я в Узбекистане нахожусь. Но нет, господа, мы с вами в Аше. Кыргызская республика. Пойдемте посмотрим. Генеральный директор данного предприятия Учкунбек Таджбаев. Очень приятно, Байке. Добро пожаловать к нам на фабрику. Спасибо. Мы вот посмотрели вообще объем и идею. 25 гектар, это вообще очень амбициозно. Сейчас у вас запущен первый такой швейный цех, правильно? Первый этап, да. В котором мы сейчас находимся. Какова его площадь? Вот этот зал, это 1000 квадратных метров. 1000. Всего два таких зала на 2000 квадратных метров. Сколько в этом зале поместится вот швейных машинок? Швейных машинок сейчас у нас в наличии здесь порядка только швейной категории, это 700 единиц. 700 единиц, и плюс у нас вышивальное оборудование, это отдельная группа. Плюс у нас краильный, так скажем, цех. И плюс сейчас мы буквально 3 дня назад запустили, это шелкография, то есть это принт, который мы будем делать. Это я видел, да, футболки, да. Это отдельный зал, поэтому общее количество, которое здесь машинок, ну мы будем считать по вот этим стандартам, так скажем, это где-то 700 единиц. Но такое ощущение, что еще можно доставить. Ну да, здесь этого максимально. У нас сейчас с оборудованием, в принципе, достаточно. Нам необходимо сейчас насытить эти оборудования количеством швей, рабочих мест. Подготовка швеи, она занимает чуть-чуть дольше времени, нежели просто приобрести оборудование. Но мы купили как бы запасом, чтобы сейчас порядка, где-то 450 человек есть. То есть у нас есть небольшой запас, но мы сейчас с лицеями, с колледжами города Ош и Ошской области работаем. То есть вы нанимаете человека вообще без опыта работы и, можно сказать, даете ему специальность там швеи? И в том числе, да. А сколько это время занимает, и платно или бесплатно? В принципе, оно у нас здесь бесплатно. Бесплатно. То есть у нас есть по системе дуального образования лицеи. Они с утра до вечера базируются, их учебно-производственный процесс здесь. Мы им выделили аудитории и предоставили оборудование. И они начинают шить через некоторое время, и студенты даже зарабатывают. Вот. И даже если человек, который хочет просто научиться, он приходит к нам, мы его бесплатно учим, и через некоторое даем какие-то базовые трусы, майки, футболки, что-то такое. Потом более, так скажем, усложняется этот процесс, затем мы работаем над скоростью швей и все остальное. Вот все-таки сколько этот период времени от такого зеленого до человека, который сам уже? Если у человека есть, так скажем, предрасположенность к этой работе, к этому виду деятельности, этот процесс занимает от 1 месяца до 2 лет. До 2 лет? До 2 лет. Высокоскоростную швею 2 года готовишь.
Да. Но прилично. через месяц она уже начинает шить более-менее такие базовые вещи. Мгм. Через месяц это как бы нам удается. А вот уже более сложные изделия, например, ну вот это вот оно не сложное, вот блузка, да, Мгм. вот. Это уже вот девчонки, которые пришли, через 1,5 месяца уже начали выдавать вот этот результат. 1,5 месяца Да. это не 2 года. Ну, вообще у вас очень так все правильно поставлено. То есть технология такая, что между двумя машинками, которые там в шахматном порядке расставлены, есть стол, Да. и по нему как бы Поток сначала движется, полуфабрикат. да, полуфабрикат, и каждый пришивает, и в конце этого конвейера, да, назовем, появляется уже готовое изделие. Абсолютно верно. Вот скажем, вот то изделие, которое мы сейчас потрогали, блузка, да, 22 операции. Вплоть до чистки, утюг 23 операция. Вот упаковка 24 операция. Вот из 24 операций состоит изготовление изделия. И чтобы швею, например, иногда бывает так, кто-то очень удобно ему на оверлоке работать, Ага. кто-то может прямострочку, кто-то делает какие-то манжеты, кто-то мелкой работой может хорошо заниматься, да, пуговицы пришивать, там, петельки, да. И вот это все дробится на операции. И на каждую операцию садится человек. И он просто рубит вот эту операцию, повторяет. И за счет этого достигается единообразность изделия и вот то, что наши клиенты отмечают. И второе, производительность труда. То есть, ну, представьте, вы каждый день будете вот эту строчку делать. Ну да. Даже рано не или будучи поздно я швеей, её да, уже- да, через некоторое время вы будете выдавать больше. Логика в этом. Так сколько уходит на эту блузку времени? Вот, 25 минут времени 25 уходит на одну. Да, это умножается на весь рабочий ресурс человека, количество людей в бригаде, и выход должен соответствовать вот этому, вот скажем, да. Вот предположим, у нас с вами есть в день 500 минут времени. Вот у вас 500 минут времени, у меня, вот у наших операторов, мы все превратились в шеи. Предположим, 10 человек. У вас 500 минут времени, у меня 500 минут времени, это 5000 минут на наших 10. Да. То есть у нас 5000 времени есть для того, чтобы выпустить в блузку, ну, в 25 минут. Следовательно, мы должны, сколько там получается, 200 блузок сделать. Да, получается 200 День. блузок, но Да. есть хитрость, они же прям друг за другом. Друг Да, за да, другом вот идут. это как раз и расчет, когда друг за другом идет. 200 блузок, если при нормальном потоке, 200 блузок мы должны выходить. Так вот, в начале, когда начинается, это мы производим 30 блузок. Потом через неделю это 40 блузок, там, 50 и так далее. Там. И вот этот рост до 200 как раз достигается в течение там, года-полтора. Оно доходит до уровня где-то там 60-70%, 120 где-то. И вот там уже дальше, уже потихоньку. Ну вот такие фабрики, как ваши, они обычно не любят, когда меняется ассортимент. Да, Чем дольше у вас одна и та же модель сохраняется, тем выше ваша эффективность, Да. и, соответственно, ну и прибыль тоже увеличивается. да, и мы... От частых вот этих перемен постоянно будет Абсолютно страдать верно. производитель. Абсолютно. И швеи не задерживаются там, где быстрая смена идет. А у Хочется нас однообразие, да, однообразие, потому что поточное производство, оно не терпит смены. Вот даже просто переналадить, вот предположим, вот сейчас они фьют одно изделие, да, вот Ага. это весь поток. Мы пришли, там, через неделю они пошили, говорят, через неделю давайте менять. Я вот должен 24 машинки поменять, перенастроить, для того, чтобы произвести еще какие-то 1000 штук, да. Вот это поменять, перенастроить и все остальное, это работа 3 механиков в течение там 2 дней. Ну, как бы, Самое ну, главное, суток. что все остановится. за это. Остановится все, да. То есть, ну, мы не останавливаем, мы в другом месте параллельно делаем. То есть они пока дошивают, готовятся к следующему. Ладно, даже с этим, у нас как бы с этим нет проблем, да. А в других местах они же как делают? Например, крой приходит, 200 штук. Там 4 девчонки по 50 разобрали на домнице. Или даже в цеху сидят. И вот они там шьют от и до. Понимаете? Но это будет 4 по виду разные Я платья. понимаю, что- Понимаете, да? Конечно. Вот у нас, например, когда клиент приходит, я говорю, ну не хочешь у нас шиться, иди в другом месте. А она говорит, стоит, мнется и говорит, нет, у вас однообразные платья. То есть
Даже если Всё что-то похоже. неправильно, да, то есть везде в одном месте неправильно, понимаете? Исходя из этого, у вас наверняка есть некий минимальный заказ, который вы готовы отшивать. Да, мы готовы отшивать, скажем, от 2000 и выше. У нас нет такого понятия минимальный заказ. У нас есть заказ, понятие шить как минимум 6 месяцев одно изделие. Вот так вот. Да. То есть у нас должно быть в наличии, так скажем, гарантия, крой, что мы это изделие будем равномерными партиями шить в течение 6 месяцев. А очень многие заказчики, они приходят как? Они привыкли как? Они не хотят морозить, да, их тоже Конечно. понимаю, да? Они приходят, говорят, вот сейчас мне выдай 50 тысяч футболок. Они вот так цех смотрят и говорят, вот здесь мы отошьемся. Это он в голове у себя думает, что я сейчас возьму вот эту вот все бригады остановлю и на его изделие пересажу, да? Я ему говорю, фигушки тебе. Говорю, и вот как раз вот здесь сидят те люди, которые потихоньку наращивают вот этот темп. Вы можете сказать, какая у вас сейчас производительность по единицам в месяц всего вашего цеха? Есть какая-то цифра? Да, где-то мы сейчас... Оно у нас колеблется от сложности, да. Например, трикотажные изделия мы можем где-то, там 100 тысяч в месяц произвести, да, спокойно, там, даже вы больше. Это я так грубо, так скажем, говорю, да. А текстильные какие-то, оно в разы может быть меньше, но они больше по прибыльности. Вот. Если трикотаж говорить, это где-то свыше 100 тысяч единиц. Вот где-то так. Как вы работаете с клиентами? Они вам покупают ткань, и вы просто считаете им стоимость вашей работы? Или вы говорите, вот изделие, мы его продаем вот за столько-то? Разные подходы. Вот то, что первое говорите, они покупают нам ткань, фурнитуру привозят, это услуги пошива. Вот, например, вот эта футболка, услуги пошива. Вот этот клиент, он даже нам приносит крой. Потому что мы ему говорим, крой тебе будет столько стоить. Он говорит, ой, это футболка, я лучше так вручную накрою где-то сам, он сам. И вот нам приносит. Это один тип пошив. А вот эти изделия, это тоже вот белые. Клиент нам привозит материал, а вот черные, это мы под ключ. То есть мы сами покупаем, сами делаем, но все зависит от подхода, так скажем. Понятно. То есть мы все делаем. Сколько вот вы берете, допустим, если человек вам ткань принес? Вы от стоимости ткани отталкиваетесь? Или от стоимости времени, которое, по сути, затрачивается на производство и сложность этого изделия. То есть там какой-то коэффициент. Ну, в принципе, это такие платья, это где-то там от 200 до 300 сомов, например. Одна, да? Да. При там том, что их тысячи. Блузка, там от 180 до 250. Тоже какие-то сложные. Футболка, там, не знаю, там 30, 40, 50, 60 сомов где-то. Это, я говорю, услуги пошива. А если вы сами создаете модель, то там уже стоимость наверняка выше и маржинальность лучше, правильно? Сейчас мы как раз не успеваем вот на своей линейке работать, понимаете? То есть у нас все услуги пошива в основном, да, услуги пошива. Поэтому и плюс мы по сбыту сейчас наладили систему продажи на Wildberries. Мы как бы сейчас свои изделия мы с нашими партнерами, они занимаются продажами, мы им производим, покупаем сами ткань, шьем, отправляем туда, и они уже продают. А там уже прибыль мы делим, так скажем. Да, это, наверное, самая интересная для вас история, да? Да, но это наш пока первый опыт, мы еще вот только-только добрались туда. Но, в принципе, есть какая-то реализованная партия? Вот только начали. Мы 2 месяца шили, отправляли, учились. Вот сейчас с апреля месяца уже начали. Но доставленная на Wildberries партия есть уже. То есть не партия, а уже партии какие-то уже. Ну, вы не боитесь, точнее, вы-то не боитесь, вы, наверное, к этому стремитесь, но вот ваши клиенты, они наверняка боятся, что вы сейчас вот этот вкус крови почувствуете, когда вы сами создали модель, продали ее с хорошей маржой на Wildberries, да, и потихонечку будете вот этих вот товарищей, которые вот за пошив вам платят,
как бы уже на второй, на третий план. И вот, может быть, кто-то из клиентов эти вещи как бы продумывает, но я бы так сказал. Понимаете, вот кто-то должен заниматься производством, кто-то должен заниматься продажей. Понимаете? Возможно, через энное количество времени, когда здесь сам производственный цикл, все уже будет забито, и нам уже только там маржинальностью какой-то заняться надо будет, вот тогда может быть. Но на данном этапе сейчас нам нужно, мы с партнерами решили так, вы занимаетесь продажами, потому что они анализ рынка делают, они тренды изучают. Ну, я говорят, знаю. так. Но понимаете, что эти товарищи по сравнению с теми инвестициями, которые вы делаете, они практически никаких инвестиций не знают, кроме вот интеллектуальных, Но да, грубо говоря. зато, нет, они занимаются, ну там, скажем, системой самовыкупа. Понимаете, там есть тоже Они раскачивание, вкладывают деньги в да. оборот, И да? плюс они еще делают так, у них система там, продавцов, коммерческий блок поставлен так, и они нам говорят, месяц производи 15 тысяч штук, потому что это будет мало. Я продам, понимаете? То есть И у моя вас головная уже- проблема должна вот производить, понимаете? А когда... А очень много случаев, когда люди на Вайбере закинули там 2000 штук и не могут их даже продать там в течение полгода, да? А у нас тут это партнеры, которые говорят, там, месяц 10 тысяч вот этих блузок давай мне, И и у всё тебя будет в проблем порядке. нет, да. То есть каждый четверг, в субботу забирает деньги. Понимаете? И поэтому лучше он пусть думает вот этими, у него хорошо получится. Я буду заниматься как бы пошивом, да? Ну, а если вот люди посмотрят сейчас нашу передачу и захотят тоже такое партнерство вам предложить, у вас есть как бы Да, производственные У мощности? нас Можно есть еще производственные поставить? мощности, да, мощности можно поставить. Это у нас здесь, так скажем, постоянно. Это уже наша задача, как решить. У нас есть производственные мощности, мы можем это все выставить. Единственное, чтобы они с нами определились, например, какое-то изделие, но мы должны его в долгую шить. Понимаете? Понятно. И второй момент. Вот того периода, вот помните, когда было, у меня есть швейный цех, я принимаю заказы. Сейчас нету. Сейчас вот здесь вот у меня, я иногда телефона не беру от заказчика, потому что изделие какое-то не понравилось, он мне говорит, там, сделай там 2000 штук. И не обращаю внимания. Мне нужно, чтобы 2000 штук, но каждый месяц. Тогда я беру, там, ставлю группу из 7 швей, и они каждый месяц 2000 штук. А когда мне клиент приходит, говорит, нет, мне сейчас, вот к концу там, мая, за 2 месяца, Я горю, 10 да? тысяч, да, горю. Я говорю, нету уже такого времени. Уже нету. Тут та эпоха, когда швейные цеха нуждались в заказах, оно исчезло. Оно прошло. Согласен. Сейчас нам нужно вместе с ними выращивать производственные мощности. То есть это подготавливать швей. А что такое подготовка швей? Это он пришел, ты ему дал немножко, он научил шить. И все, и чтобы у нее нормальный выход, то есть количество, так скажем, было, им нужно давать, ну, по крайней мере, одно и то же изделие, как минимум. То есть если он кепку вот эту шьет, если ты его сейчас на колпак поменяешь, вот эта швея, Всё. которая 200 штук производит, она у нее резко попадет. До Понимаете? 20. А если ты через 10 дней скажешь, мы теперь будем сомбреро шить, грубо Она говоря, застрелится, да? она возьмет, другой цех уйдет. Понимаете, и вот эта вот ситуация, она в Кыргызстане. Те, кто, наверное, сейчас слышат, они производственники все прекрасно понимают. Можете как-то сориентировать по цифрам, по инвестициям? Сколько вы сюда проинвестировали вот в эти 25 гектар и в эти, ну, в это оборудование, в Порядка 100 строительство? миллионов 100 миллионов чего? долларов. 100 миллионов А долларов? тут оборудование только тут на 10 миллионов у нас только. Это вот сколько мы тут вот землеустроительных работ сделали, сколько здесь инфраструктуры вот эти вот. Сколько мы подготовили, так скажем, еще место. Вот здесь вот 450 грузовиков самосвалов работало. Здесь выровнена территория была на, не знаю, на перепад 45 метров. Вот эти холмы, вот на этом месте была целая гора. Знаете, мы здесь, ну да, рыхлый песок,
так скажем, там глина. Но мы это все выравнивали. Миллионов. Порядка где-то так. Это как какая-то нереальная цифра. Но Нереальная. это так, потому что у нас же еще, ну, возможно, я здесь еще говорю с этими. С теми, которые не достроили. Нет, производство, да, это безусловно, это подготовленные. Ну все, слава богу. Я думал уже... Нет, это не так. Это, А вот то на сегодняшний день вот здесь сколько вложили? это где-то порядка 30-35-40 миллионов. Это оборудование, все это. А откуда финансировались? Финансировали, ну, во-первых, наши собственные средства, скажем, компании, ну, собственника. Ну, это минимум, наверное, 30-40%. Нет, больше, так скажем, больше половины. Плюс Кыргызско-российский фонд развития у нас. В основном финансирование оттуда. Ну да, будет Оборудование было предоставлено, нам оборотные средства предоставили. Я видел, там даже ЮСАИД вам предоставил Это какой-то да, в строительный рамках станок. был проект по краильный аппарат. Это высокоточный краильный аппарат. На нем очень большой, хороший выход. Вот, И сейчас выход изделий. глянем на него Да, обязательно. кстати, сейчас мы пройдем, потому что когда вручную краишь, ну, грубо говоря, когда тебе вот это, то есть закройщик он оставляет где-то там сантиметра 1,5 запас, на случай чего, если рука дрогнет или как-то не так пойдет. А здесь у нас все точно, уже знаешь примерный выход. На компьютере все это делается, а потом под прессом, уже, вакуумом стягивается. А сколько у вас стоит вот услуга разрезать? Ткань? Разрезать ткань, она от 5 сомов, от 4 до 15 сомов. Это от сложности и количества деталей. Это за деталь? Нет, за изделие. За полностью. Вот если куртку вы делаете, вот ее, да, раскроить, ну она будет где-то сомов 8, наверное, стоит. Не так дорого, как я думал. Ясно. Примерно 40 миллионов уже проинвестировали. По плану, какая окупаемость вообще этого проекта? Вот пока что для меня это все какой-то не совсем бизнес-проект, это больше какая-то, я не знаю, полусоциальная история. Да. Потому что это больше 10 лет окупаться будет. Но я просто вижу, тут вон кондеры висят, вот такие станки, и огромные площади. Это все как-то, вот, знаете, как в союзные времена там строили, так капитально. Вы абсолютно правильно заметили, так скажем, но это совсем не гонка за гигантоманией. То есть, мы прогнозируем, что через некоторое энное количество времени вот эта эпоха надомного пошива, и эпоха, так скажем, маленьких цехов, она придет к закату. То есть все равно централизованный специализированный труд, он выше. То есть это игра в супер долгую? И вот почему мы не можем Вьетнам обогнать или Китай попрошу. Да мы даже Узбекистан не можем обогнать. Да, ну Узбекистан это только с точки зрения трикотажа, вот, но в плане остальных каких-то вещей мы, может быть, это немножко лучше. Почему? Потому что там идет специализация вот этого поточного производства. Все остальные цеха, вот у меня домашний цех, подвал сделал, поставил 20 машинок, и туда 20 швей пришли. Я приглашу 1000 краильного аппарата, кроя, и каждый из них по 200 единиц забирает к себе. И 220 швей шьют мне по 100, там, скажем, единиц. Но даже при этом у них производительность будет низкая. Когда нежели здесь поточное производство, которое будет в долгую шить какое-то одно, может быть, изделие, которое будет на поток поставлено. Ну, грубо говоря, например, скажем, я не знаю, там, медицинские халаты. Да, это же круглогодичный оборот. Ну да. Правильно, да? Вне сезон. Есть сезонка, да, майки, трусы, да, что-нибудь типа такого трикотажа. И мы вот эту
Я уверен, что и каждая, которая сидит на операции, по хронометражу, оно будет больше, нежели одна швея будет всю майку шить от и до. 100%. Потому что меняешь, перепрыгиваешь на другое оборудование. А тут поточка есть, да? И вот эта логика, она была заложена вот с самого изначального вот в это, да? И очень много социального, вы правильно говорите, особенно с учетом того, что здесь у нас регион. Здесь получается, ну, эта история там раньше, через 10 лет, и то в лучшем случае, и то, наверное, даже вряд ли. Абсолютно верно. Но через 10 лет мы, может быть, выйдем вот в этот кластер. Да. То есть мы сейчас уже начинаем, эта швейка как бы ставится, да, она запущена, но мы параллельно вот здесь вот ставим уже предельные и красильные цеха. Понимаете? То есть сразу, чтобы уже нитки покупать и ткань производить. Понимаете? И когда мы это уже закончим одну часть, потом уже придем к ниткам. То есть на какой стадии ты будешь рассматривать этот процесс окупаемым? Ну вот вообще Это должно вот как бы... идея мощная, но вы знаете, очень многое зависит от того, насколько как бы глубок карман учредителя, потому что нужно постоянно подпитывать, чтобы это развитие шло. Я не думаю, что вот этот цех в 1000 квадратов сможет, скажем так, собрать такую сумму денег, благодаря которой можно будет построить предельный красивый цех. Туда нужно опять вкладывать деньги. Нет. Туда, там свой отдельный свой бизнес-план. Например, вот швейный цех, дай бог, там сейчас мы начали что-то производить, что-то деньги какие-то, да? Ну, там какая-то норма, маржинальность поступает, но этих, конечно, средств не хватит, чтобы сразу там 100%. Купил оборудование за 17-20 миллионов, предельное там или красильное, да, и чтобы пойти вперед. Нет. На него отдельное ТО, отдельный бизнесмен, отдельные ресурсы предусмотрены. Есть отдельные инвесторы, есть отдельные кредиторы, которые хотят, там, скажем, участвовать в этом процессе. Смотрите, здесь есть вот такая машина, которая наносит рисунок, шелкография, ну или принт, там, как угодно. Самое главное, что вот обычная футболка, потом она проезжает круг, и уже на ней есть рисунок нужного цвета, нужного размера. Потом его ставят сюда, и изделие как бы сушится. В чем фишка? Вот одна такая установка может сделать около 5000 футболок за одну смену. Здесь таких 4 штуки. Это последней модели машины, причем фирма Rocket, по-моему, португальская. То есть все прям вот реально на высоком уровне. Краску они покупают, насколько я понял, из Турции. Вот этот раскройщик, да, вы про него говорите, Да. он высокоточный. Да, это высокоточно. Видите, вон лазерная установка, она вот можете подойти. Вот эти лекала, грани. И вот лазерный этот, и он движется четко по заданному. И более того, вот этот вакуум, видите, он плотный. Он вакуум прижимает, то есть не скатывается. Ну вот один такой станок, если он будет работать там круглые сутки, он может обеспечить сырьем там огромное количество швей. Правильно? То есть, Да. я думаю, вам вот этих 2 станков достаточно для, я не знаю, Для вот этого цеха. там несколько тысяч швей. Да. Нет, вот этот один станок на 1000 швей. Один станок. А Да, зачем их 2 здесь? Это если один Нет, сломается. тот мы сами купили, Ага. а этот ЮСАИД нам подогнал. О, Это в рамках отдельного грантового проекта они сказали: ребята, у вас вон тот хороший, ага, а мы вам еще лучше сделаем. круто. Мы говорим, мы не возражаем. Это было бы странно, если бы возражали. А этот он раскладывает, да, по-моему? Да, он здесь раскладывает, вот видите, растил делается. Вот самый долгий процесс — это расстилание.
Сама там нажать кнопку, чтобы нож прошелся, это, там, скажем, дело не хитрое. Понятно. Ну, вернемся к цифрам. Значит, у вас здесь есть под каждый, скажем, каждое направление Этап свой кластера, да, свой партнер, партнер, бизнес-план. там, Да. я не знаю, кредитор, Да, да. с которыми вы уже начинаете тот или верно. иной проект. Совершенно верно, да. И у меня отдельный бизнес-план сейчас на ткацкое и на предельное, нет, на ткацкое, правильно, на ткацкое и красильное производство, Мгм. когда ткань надо производить. Это у нас отдельный бизнес-план, и мы сейчас уже на поддержку ресурсов уже закидываем заявки. Но вы не боитесь того, что, в принципе, вот та же нить, которая нужна будет, да, для для предельного цеха, ее все равно придется импортировать. Будем, у нас, да. У нас нету ее. На начальном, но это выгоднее, чем ткань импортировать, понимаете? Тут я соглашусь. Вот, Хорошо. поэтому лучше мы ткань сделаем, из нитки возьмем, из нее сделаем свою качественную, нормальную ткань, ее Покрасим. покрасим правильно. Мгм. А то у нас сейчас что получается? Вот мы берем, закупаем из Китая, так скажем, Мгм. да? Очень часто приходят там разнотонные ткани. Ты не уверен в качестве этой ткани. А здесь уже А здесь своё. ты уже сам контролируешь Я процесс, понял. сам рекламируешь. Естественно, там есть, конечно, свои там. Но это неизбежно приведет вас к тому, что вы захотите производить саму нить Да. из А сырого логика хлопка. же в этом, Да чтобы это вообще страшный ужас. Там рисков еще больше. У нас фермеры не производят такое количество хлопка сейчас, даже вот в южном регионе, насколько я знаю. Потому что это дорого, это очень трудоемко. Ну, я имею в виду именно вот выращивать, да. Вот мы там были недавно в Араване, и там 5-6 этих, как их правильно назвать-то? закупщиков. Не-не-не, 5-6 раз вырастает урожай. Имеет это Да. количество сбора. А с хлопком такая история не пройдет. Потом его, чтобы собрать, это ж вообще что нужно. Но давайте так, в любом случае, любое дело, например, даже почему хлопок сажают? Потому что оно как-то приносит какой-то доход. Естественно. Понимаете, да. Другое дело там с сортом хлопка, и второе работа над урожайностью. То есть с гектара, чтобы Мгм. больше урожай был. Вот в этом направлении у нас, возможно, не так сейчас еще работа поставлена. Ее вообще нет. Нет, у нас есть группа специалистов, которые работают по данному проекту, делают исследования. И даже вот эти заграничные международные организации, они проводили исследования по кластерам. Мгм. То есть, если к этому делу нормально, то есть, мы будем делать же заказ, вот этот хлопок, урожайность такая-то, берите вот эти семена, мы будем субсидировать, заранее отдавать семена к крестьянам, договариваться, я не знаю, фермерское хозяйство, выращивайте вот этот хлопок, вот вам деньги, только вы теперь продаете ее нам. Конечно, это будет потихоньку, но посевных площадей на нашу фабрику и еще на несколько фабрик на территории Кыргызстана достаточно. Так вы представляете, если вы думаете, что у вас сейчас проблемы со швеями, вы даже не представляете масштабы тех проблем, которые будут, когда еще с фермерами нужно будет договариваться, Да. выращивать. То есть Да. тут хоть под одной крышей все, да, а там придется вот на Это- места. Это такой, я извиняюсь, головняк, да, от Да. которого просто... Поэтому, А вы еще и деньги вложите, чтобы этот головняк приобрести. ну там зато потом вот этот вот весь цикл, он вырастает маржинально в разы, понимаете? Я понимаю. Ты когда но- берешь ткань в Китае закупаешь, или в Турции, или в Узбекистане, ты же вот эту норму прибыли Там отдаешь оставил. им. Так Конечно. лучше мы на эти средства что-то здесь отдадим, простимулируем нас даже на второй стадии проекта. А плюс на первой стадии проекта, когда ты с сырцом работаешь, да, там маржинальность разовая, там процент брака практически нет. Ну, конечно. Понимаете, там то есть можно ты- всё Да, ты из сырца делаешь. Когда ты вот здесь, тебе ткань в рулонах привезли, и ты ее там разослал, привез 100 километров ткани, и там у тебя потом начинаешь переговоры вести, там плохая ткань, ой, верни мне туда.
я тебе обратно, это очень долго занимает. А когда ты с сырцом работаешь, ты сразу сортируешь и уже оттуда начинаешь. Логика понятна, Да. но риски Ну, настолько глаза велики, боятся, руки делают. что и- можно вообще всего лишиться. Ну, А государство как-то помогает в этом всем? по- Какие-нибудь, я не знаю, вот в России не, они там... не помогают, но субсидируют. морально поддерживают. Вот так. Вот, уже хорошо. Уже хорошо. Морально поддержать это уже... Морально большое поддерживают. условие. Понятно. То есть вы за свои деньги, со своей головой и за счет заемных средств идете к такой большой, огромной мечте. Сколько лет вам еще нужно, чтобы вот, допустим, я приехал, и вот тут уже и хлопок выгружали, там ткань. Я здесь думаю, 10 лет. 10 Да, лет. хотя мои там коллеги говорят 7-летние, так скажем, я где-то 10 лет. Короче, про прибыль здесь вообще речь не идет. Если честно говорить, про прибыль не идет, потому что здесь очень много социального. Очень Какая зарплата здесь примерно у швеи? Она у нас сдельная. Сдельная, я Да, в понимаю. прошлом Ну, году скажем- мы на зарплате держали их, в этом году мы всех перевели на сдельную. Ну, это правильно. Да, потому очень что- многие не выдержали, то есть у нас прямо увольнения пошли, но зато начали появляться через вот этот психологический уже начали появляться те, которые хотят зарабатывать. И производительность И на про- одного да. человека уже выросла. Я даже вот здесь, вот вон там, вот у меня маленькая группа машин находится, швея приходит, у нас же поточная, но она хорошо шьет. Она говорит, я буду шить одно платье, да, у нас есть изделие, говорю, вот это все заканчиваю сама. И таким образом мы, когда хороших однотипных швей делаем, потом сажаем на поток. Они уже сами образуются. Чемпионы, да, короче? Да. Интересно. Зарплата здесь можно зарабатывать, ну, в неделю у нас где-то получали где-то 10 тысяч сомов На руки. на руки, да. 9500, 10 тысяч, может, нет, 9500 я вот в одной ведомости видел. Я сам не Но знаю. в среднем 7 выходит, да? При хорошей, нормальной работе предприятия, я говорю, вот бригада, да, скажем, да, это поток, 7 тысяч это легко получать. Ну, то есть, вот эта сдельная история, она все-таки она дает Она хорошие везде, деньги. она везде, она везде. И я даже вот как бы при нашей ментальности кыргызской, Мгм. особенно кыргызской, нельзя заработную плату делать. Все должно через KPI, через количество. Ну, вы считаете, да, сколько там каждая смена Обязательно, да. изготовила изделий? Сколько откроено, Мгм. сколько крой передал бригаде кроя, это сколько передала на утюг. Вот здесь вот утюжильный процесс. Пойдем сюда. Давай. Вот. Сколько с этой бригады ушло сюда. Мгм. Вот, и сколько в ОТК и сколько из ОТК в упаковку. Каждая по накладной передает. И упаковка потом сколько загнал на склад. Понятно. То есть все фиксируется, и исходя из этого каждому начисляется его. Да. Есть за каждую операцию какую-то работу. Ставка вот по ней оплачивается. Понятно. У нас в прошлом году все было на заработной плате. Очень тяжело, когда человек получает заработную Да, плату. конечно. Это вот у него идет оклад Мгм. и все. Что хочет, то и делает. Да, он может там это особенно для кыргызов это нельзя делать. Пойдемте, он вышивальное оборудование. Да, давайте глянем. Мы как раз вон туда зашли и футболки. Ну, мы примерно поняли, о чем Ну, идет речь, конечно. Да, вы вот этот принт тоже сделаете, потому что смотрите, когда мы этот принт открыли, Ага. очень те, которые у нас же в Баткене, в Кызылкая, в Джалабаде есть швейные цеха, Мгм. которые тоже шьют на заказ, отшивают футболки, худи, да? Но у них Где нет ты- такого оборудования. И они бедные берут, везут в Бишкек. Я в прошлом году, у меня был заказ с Wildberries там под пижаму, какой-то кот в этом в стакане был. Мгм. Я вот это вот откроил, купил материал в Узбекистане, привез сюда. Здесь у себя откроили, потом верхние вот эти планки взяли, этот перед изделием, повезли в Бишкек. Там в очередь встали.
покрасили нас, мы обратно привезли, понимаете, туда расход, Логистика. сюда. Это человеку там говорить, такси, в очередь встань, сделай один образец. Тот не соглашается, говорит, вот у меня образец будет такой, какой есть. Почему? Потому что там заказов очень много. Он говорит, хочешь делай, хочешь не делай. Да? А у нас очень высокопроизводительная, очень, ну, скажем, качественная печать. Вот. Поэтому большая просьба вот это тоже как бы заакцентировать. Мы начинаем принимать заказы. Привозят, и вы Да. можете им оказать эту Да, услугу. мы можем оказать эту услугу. Более того, можем здесь же откроить и сразу с кроя взять переднюю часть, сделать сразу высушить, поставить, сразу завязать и обратно. Пусть даже у нас не отшиваются. Ого, Понимаете? круто. То есть вот эту вот услугу мы можем взять. Еще такой вопрос. Вот вы сказали, там есть какая-то сумма за отшив одного изделия. Примерно какая сумма, какой процент от этой суммы идет на оплату труда? У нас 2/3 уходит. 2/3? 2/3. Мы очень сильно поощряем, так скажем. 2/3 2/3, уходят. да. Ну, вы, наверное, кстати, как В у вас... других местах 1/3. Я знаю, у нас 2/3 мы отдаем. У нас выше расценки, поэтому, уважаемые швеи, те, кто хочет, может количество выпускать и зарабатывать, мы здесь платим больше на 20%, чем в Бишкеке. Ага. Это вышивальное наше оборудование. Это цех вышивки. Вот Круто. эти все вещи мы можем делать. И у нас оборудование Таджима, японское оборудование. И вы знаете, да, вот эта сборная Аргентины, когда стала чемпионом мира, Да. вот эту третью вышивку, там 2 звезды, она двукратная, Да. третью она на таком оборудовании делала, вышивали. Круто. Круто. Здесь прям все автоматизировано, всего 2 Да, человека. Дизайнер заводит и все остальное. А они просто Только смотрят. следишь за разрывом нити. Если где-то нитка порвалась, вся линейка останавливается, ее там переделываешь и дальше идет. И пошло-поехало. Круто. Вообще я рад, что такое есть. Да, мы предприятие полного цикла. Вот что сам швейный процесс, мы предприятие полного цикла. У нас здесь есть и принт, и вышивка, и крой, и чистка, и все остальное. Понятно, круто. Но в чем вообще смысл был делать такую фабрику? Вот сколько мы где-то в 8 километрах от Аша, да? Почему именно здесь? Во-первых, мы, когда закладывали этот проект, мы начали задумываться вообще вот этот весь проект, если честно говорить, вот в голову, в нашу, так скажем, и в том числе владельца фабрики, пришло, помните, у нас в Москве на какой-то в типографии сгорели 10-15 кыргызских девчонок. Да, помню. Вот этот случай. Мы тогда вот сели, а мы как раз тогда получили какую-то хорошую там отчетность по Ихласу. И мы тогда приняли решение строить фабрику, чтобы наши женщины не эмигрировали отсюда. По сути, вот в самом начале этой идеи проекта, потому что я был свидетель этому, потому что там находился, то есть непосредственно вот в этом. И мы тогда приняли решение, давайте начнем строить фабрику. Вот Бишкек, он как бы у нас немножко заполнен с точки зрения инвестиций, на юге нет. А на юге немножко и земля вот здесь вот как бы свободная есть. Попроще. В центре города не купишь, дорого. То есть ты бухаешь туда столько денег, а потом еще придется столько Да вы искать. тут даже с такой землей не Да, окупаетесь. мы еще с такой землей. Вообще. Нет, окупаемся тут потихоньку. Ну, это Но потихонечку, это в долгу, да, это это игра в долгу, безусловно. Когда-то там через 10-15 лет появится здесь, конечно, супер кластер, и тогда он начнет Да, он приносить он такой очень кэш, хороший. который уже можно там на долгие-долгие годы. И Там уже появится очень много. я понял идею, но, конечно, нужно иметь терпение, волю, веру в себя, если так можно сказать, чтобы на это такое решиться. Вот идея то, чтобы наши женщины не эмигрировали. Чтобы здесь у нас наладилось какой-то базовый процесс
вокруг которого будут уже происходить какие-то Ну круто. развивающиеся. Тогда вот у меня еще один вопрос. Я знаю, что у вас здание второго цеха, 1000 квадратных метров, Точно такое, уже да. готово. Готово. Вот прям заезжай и работай. Да. Что, почему вы туда не это? Нет, там оборудования еще нет, конечно. А, Но мы здание сделали. А Мгм. потому что, ну, так выгоднее сразу строить, то есть сэндвич-панели, все Ну, это я вместе. понимаю, да. То есть мы сразу заготовили. Потому что когда у нас ткацкий предельный цех, вот видите, вот Мгм. начнется, вот конструкцию мы уже построили. Вот. Мы уже к этому моменту должны перейти на следующий этап. а там, когда вы этот цех планируете открыть? Вот Когда как заполнится вот здесь 700. То есть мы в один цех 700, в тот 700. Ну, по плану. Больше Это не когда должна Я быть? думаю, к тому на следующий год в конце перейдем. То есть этот год мы еще будем только этот цех. Ну, в общем, товарищи, обращайтесь, пожалуйста, вот сюда, на фабрику. У них еще будут свободные производственные мощности. Да. Вот, они сейчас выращивают свою экспертизу. Очень, я так понял, плотно работают над персоналом. Поэтому, ну, 100% в ближайшем будущем здесь можно будет отшивать большой объем и такое со стандартным качеством, да? Да, да. Ну почему со стандартом? С хорошим качеством. Я имею в виду, что каждое изделие будет похоже друг на друга. Да. Круто, круто. Настало время подводить итоги. Давайте посмотрим, как этот бизнес влияет на экономику страны. Но вот здесь вот прям можно разбежаться. Ну, вы сами понимаете, да? 1000 рабочих мест, десятки, если не сотни новых специальностей, огромное количество налогов, инвестиций. Вот ребята просто сделали из каких-то холмов просто индустриальный центр, не побоюсь этого слова. Ничего подобного в стране, ну, по крайней мере, вот в воплощенном варианте нету. Им тоже еще многое предстоит преодолеть, но они уже на таком прям верном пути. И более того, они сделали такие шаги, после которых отступать назад ну просто нельзя, понимаете? Если бы я сейчас увидел один блок в 1000 квадратов и больше ничего не увидел бы, я бы, наверное, сказал, ну, ребята помечтали и хватит, да, но нет. Они уже подготовили площадку, они уже кучу всего что построили, они уже инвестировали, продолжают это делать. Ну просто честь и хвала, потому что я вас уверяю, здесь вот прям, я, конечно, не какой-то там вот гуру, эксперт финансов, но я уверен, здесь вообще нет никакой прибыли. В лучшем случае они там сейчас свои расходы за счет доходов покрывают и просто верят в то, что когда-нибудь у них все будет хорошо. И если они вот эти вот там 10 лет действительно смогут идти по намеченному плану, то у них будет не просто хорошо, у них будет фантастически хорошо. То есть они сделают настолько крутую вещь, которая будет просто как печатный станок. Конечно, к этому времени у них куча шишек будет, куча разного, назовем это, опыта, да. Но самое главное, мне хочется, чтобы у них все получилось, чтобы они не свернули с этого пути, несмотря ни на что. Я очень надеюсь, что их основной бизнес будет дальше их, так сказать, подпитывать, чтобы, ну, достроить этот объект. Потому что без этого, конечно, невозможно. Если нет параллельно чего-то такого, что вам генерит кэш, прямо здесь и сейчас строить вот такую махину, ну, это просто самоубийство. Поэтому желаю им просто вот самого-самого, что ни на есть успеха, пусть все будет хорошо, и пускай они все так же верят в свою мечту и идут к ней, потому что для страны это просто колоссальные изменения. Когда дело дойдет до производства нити,
то это уже будет, грубо говоря, совершенно другая история. Здесь будут работать не просто люди, которые приезжают сюда на фабрику, а будет работать целый регион, фермеры, земледельцы, именно для того, чтобы снабдить сырьем нужного качества вот это вот колоссальное, крутое производство. Ну а учитывая те изменения в глобальной экономике и мире в целом, я уверен, что спрос на подобные услуги или изделия, он будет только расти. Так что я был удивлен просто это увидеть. Вот честно вам скажу, обычно я когда еду, я вот уже у меня есть там какое-то мнение относительно того, что я увижу. Но вот здесь я прям на 180 градусов переобулся и прям вот проникся. Ребята молодцы. Понятно, что они там сейчас не супер крутые, возможно, управленцы, да, в этой истории, потому что их, наверное, основной бизнес, ну, никак не связан с производством, уж тем более с пошивом одежды. Это видно сразу, потому что ребята строят хорошо, но внутри производства они сейчас вот только-только налаживают. В общем, много наговорил, да, но эмоции переполняют. Я ничего подобного не видел, не знаю, откуда эти деньги вообще, что, как. Ну, наверняка есть заемные средства, но это же нужно иметь просто железные, огромные, не на камеру будет сказано, органы, да, чтобы взять такой кредит и пойти вот просто в чистом поле шарахнуть такую махину. Ну, короче, звери, звери. Вот реально, вот они предприниматели. Не просто all-in, сверху еще заняли и идут, рискуют. Вот дай бог они 10 лет отрискуют, и их риск оправдается. И вот тогда они уже будут просто недосягаемы. Ну, круто, что? Я надеюсь, таких предпринимателей будет больше. Ну, а самое главное, еще раз, пусть у них все получится. Чтобы вот не сдохло это все, знаете. Вот это будет очень обидно. Это будет прям вот крокодильи слезы. Ну, а вы подписывайтесь на мой YouTube канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки и оставляйте умопомрачительные комментарии. Вот так вот удивляет Ош.